Республика отметила Международный день пожилого человека. Его принято отмечать в первый день второго осеннего месяца, 1 октября. О том, какие мероприятия прошли в эти дни в Якутске и как старшее поколение организовывает свой досуг, смотрите в нашем материале. Пенсия – не повод сидеть дома и скучать, уверены ученики школы 3-го возраста, которая работает в Якутске уже много лет. Татьяна Яковлева всю жизнь проработала журналистом. Сначала 15 лет в газете «Полярная звезда», потом еще 20 в «Она плюс». Женщина признается, что раньше у нее катастрофически не хватало времени на свое хобби. И только после выхода на пенсию у нее появилась возможность учиться чему-то новому. И вот уже год Татьяна посещает занятия по бисероплетению в школе 3-го возраста. Я вот сейчас смотрю, неужели это я сделала, допустим, вот так вот, да, вот всю красоту. И все мои родственники, все мои дети очень рады, что вот мама чем-то занимается. Это просто интерес к жизни. Вот я советую всем пенсионерам не сидеть в 4 стенах. Обязательно вот тут каждому есть занятие, о чем вы мечтали в молодости. Впрочем, в школе можно не только учиться, но и самому преподавать. Одна из инструкторов школы – Надежда Холмогорова. Еще в 2016 году женщина пришла на йогу в качестве ученицы, а уже через 5 лет прошла курс обучения на инструктора, чем и занимается по сей день. Наши курсанты потом развивают выносливость, силу. И самое главное, это у них меняется психоэмоциональный аспект. То есть улучшается настроение, сон. Люди стараются в этом возрасте быть более гармоничными внутри себя. А гармония распространяется и на родных, и на всех людей, с которыми они общаются. Уроками в школе дело не ограничивается. Курсисты не только совместно ездят на природу и занимаются активным отдыхом, но и выезжают за пределы республики, представляют свои работы на фестивалях и выставках. Мы ездили в центральных городах, в Питере, на форуме 2 раза выставка ездили, полным чемоданом. Еще Калининграды, СССР в Европе ездили. Выставка прошла очень успешно. В Польше тоже выставку делали. В учреждении работает более 30 секций. Можно найти занятия себе по вкусу, чем и занимаются активные пенсионеры в более чем 30 секциях по таким направлениям, как образование, творчество, оздоровление, фольклор и многим другим. Очень много есть у нас танцевальных коллективов и клубов по направлениям тоже. Образовательные у нас направления – это в первую очередь компьютерная грамотность и мобильная грамотность, которую мы обучаем уже который год. И совместно с библиотекой Smart 203 это успешно реализуем в жизнь. Да? И образовательные у нас есть еще английский язык. Буквально с октября месяца у нас будет английский язык 2 раза в неделю. Школа 3-го возраста работает в Якутске уже 11 лет. Занятия могут посещать не только пенсионеры, но и те, кто вот-вот выйдет на заслуженный отдых, а также люди с инвалидностью. За год учреждение посещают более 2000 курсистов. Более того, онлайн-форму обучения только за прошлый год прошли свыше 10 тысяч человек со всей республики, что говорит о том, что школа 3-го возраста – нужное и полезное учреждение. Наши следующие герои – постояльцы Центра активного долголетия. Они бодры и веселы, а возраст для них всего лишь цифры. Пенсионеры со всей республики приезжают сюда отдохнуть не только душой, но и телом. В первую очередь прибывших полностью обследуют доктора. Мы проводим такие мероприятия, как врачебное обследование таких специалистов, как терапевт, окулист, кардиолог, невролог, УЗИ брюшной полости, почек, биохимический анализ крови, общий анализ крови. Затем при необходимости пациентам назначается дополнительное обследование либо курс инъекций. По назначению врача делаем витамины, разные уколы. Сейчас я делаю витамин В12. Уколы делаем 10 дней. По назначению врача витамины делаем 10 дней, остальные по 5, по 7. Одним из бесспорных преимуществ такого отдыха является и курс массажа от массажистки с 40-летним стажем и волшебными руками, как называют ее те, кто побывал на ее сеансах. Это лечебный массаж у пациента хондроз, шейный грудной отдел, хондроз. Это лечение идет. В течение скольких дней делаете? В основном делаю 3 дня, вот этот комплексный массаж. Люди очень довольные. С какими жалобами обращаются? В основном хондроз. Шейно-грудной хондроз, поясничный.
ноги болят, суставы болят. И, наконец, самая приятная часть отдыха. Для постояльцев организуются различные творческие мероприятия, фотосессии, экскурсии по достопримечательностям Якутска и досуговым учреждениям. Сегодня, например, будет у нас дефиле и фотографирование, и флешмоб. Вчера у нас в парке состоялся фотосессия «Осенние краски», приуроченные ко Дню пожилых. Еще с ними занимается психолог, проводит тренинги, еще баянист, хореограф. Каждое утро у нас вот здесь проводятся занятия физкультурой, то есть начинается день с оздоровления. Одна из отдыхающих – 78-летняя Елизавета Кириллина из Сунтарского района. Всю жизнь она проработала в детском саду в Сунтаре, а сейчас женщина с удовольствием отдалась в заботливые руки сотрудников Центра активного долголетия и чувствует себя на все 100. Я здесь получила систему, уколы. У меня очень плохо видны вены, а медсестра с легкостью их находит, ставит укол быстро и не больно. И вообще все сотрудники здесь хорошие. Мы занимаемся физкультурой, делаем зарядку каждое утро. Так что заряжаемся бодростью и позитивом. В общем, мне все нравится, и я непременно вернусь сюда еще. Центр активного долголетия работает в Якутске с 2017 года. На имеющиеся здесь 22 места записываются всегда заранее. И как итог, учреждение всегда полно веселых, активных и бодрых бабушек и дедушек. А между тем, старшему поколению предоставлена возможность получать компенсацию на санаторно-курортное лечение не только внутри республики, но и за ее пределами в санатории Бесчагда в Москве. Право на предоставление санаторно-курортного лечения и выплату денежной компенсации имеют следующие категории граждан. Ветераны труда, неработающие ветераны труда, получающие меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты раз в 3 года на территории Республики Саха-Якутия, а также в санаторно-курортных учреждениях Республики Саха-Якутия за ее пределами. Ветераны тыла раз в 2 года на территории Российской Федерации, дети Великой Отечественной войны раз в 3 года на территории Республики Саха-Якутия. Возмещение расходов производится ветеранам труда в размере 80% от стоимости на санаторно-курортное лечение, ветеранам тыла в размере 100% от санаторно-курортного лечения и ветеранам и детям войны в размере 50% от стоимости на санаторно-курортное лечение. Для возмещения расходов и получения денежной компенсации необходимо подойти с заявлением в Управление социальной защиты населения и труда по месту пребывания. 22 июня текущего года в статью 4 Закона Республики Саха-Якутия о социальной поддержке ветеранов труда и ветеранов тыла Республики Саха-Якутия внесены изменения в части предоставления льготного санаторно-курортного лечения и выплату денежной компенсации неработающим ветеранам труда в размере 80% от стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных учреждениях Республики Саха-Якутия за ее пределами и на территории Республики Саха-Якутия. Также исключено требование об обязательном достижении 60 лет ветеранам труда. Ежегодно с 1 по 10 октября проходит декада, посвященная Дню пожилого человека. В эти дни в адрес людей старшего возраста звучат теплые поздравления. По доброй традиции сотрудники соцзащиты поздравили своих подопечных подарками и праздничным концертом. Мы уже осуществили выдачу овощных наборов картошка, капуста, морковь для одиноких пожилых города Якутска, которые не имеют своего дачного участка. И сейчас уже будут проходить тематические встречи, медицинское обслуживание ветеранов, встречи в трудовых коллективах. Ну и призываем, конечно, все трудовые коллективы, жителей города Якутска уделить в рамках этой декады свое внимание пожилым своим
соседям, родственникам. Отметили в этот день и тех, кто даже выйдя на заслуженный отдых, продолжает вести активную общественную работу. Получил награду почетный ветеран Республики Саха-Якутия. Ну, насчет заслуженности, это, наверное, руководство лучше знать. Ну, раз, наверное, наградили такой наградой, значит, заслуженно ведь. Так и. Ну, конечно, раз как не раз. Любой человек бы раз был. Ну, будем теперь оправдывать доверие. В Якутске живут более 46 тысяч человек, перешагнувших 60-летний рубеж. Среди них 6700 детей войны, 900 ветеранов тыла и 11 участников Великой Отечественной войны. Жителям столицы и не только следует помнить, что почитание старших – это основа для формирования нравственных принципов и социального взаимодействия в обществе. Поэтому следует не только в эти дни, но и всегда относиться к ним с уважением и стараться во всем им помогать.